Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для скорпионов. Карта недели, 3 карты на отношения, две карты на работу, на финансы. Карта удачи, карта проблемы, совет на неделю. Итак, девятка пиковая говорит о том, что будет сложно что-то менять, будет сложно осуществлять какие-то новые проекты. Скорее всего, либо здесь идет окончание старых проектов, либо идет просто желание как-то закрепить тот результат, который уже есть. Вот, может быть, уже какие-то проекты начаты, да, вот мы их можем продолжать. Или откладываются какие-то наши планы. Очень важные были, допустим, у нас планы. Может быть, хотели куда-то поехать, может быть, хотели что-то начать в плане деятельности. Вот здесь может быть такая пробуксовка, сложность. Но смотрите, вот эта карта все-таки очень сильно связана с деятельностью, с карьерой. Не нужно забывать о том, что здесь очень много зависит от нас. Вот нужно делать то, что мы можем сейчас. То есть нужно ценить время. Ни в коем случае нельзя его просто так сейчас проводить. Вот именно на этой неделе для скорпионов очень важно каждую минутку использовать. Нужно, чтобы был какой-то распорядок, было какое-то расписание. Карта говорит о том, что очень хорошо получать какие-то результаты в каждодневной деятельности. Вот именно по этой карте. Здесь очень может быть какая-то ситуация, которая вроде бы ничем особо не отличается, но она может обратить на нас внимание. То есть мы просто работаем хорошо, мы профессионально выполняем то, что нам поручили, да, мы можем таким образом произвести впечатление, и в будущем это для нас как бы очень большую роль сыграет. То есть даже какие-то мелкие дела, даже если мы согласились на какую-то мелкую работу, в дальнейшем вот эти люди, которые обратились к нам по каким-то мелочам, они могут стать даже нашими там постоянными клиентами, или уже какие-то более дорогие услуги заказать, или более дорогие товары купить. В общем, что-то здесь такое может быть очень важное. Кроме того, эта карта еще связана с начальством. Да? Вот, допустим, вам нужно какой-то вопрос решить с руководителем, и, скорее всего, здесь не будет каких-то новшеств, каких-то изменений. Да? Скорее всего, вы получите как раз тот ответ, какой вам и раньше давали. То есть, если вы надеетесь на какие-то перемены, то вряд ли здесь что-то будет меняться. Кроме того, если есть возможность взять на себя ответственность, допустим, вам предлагают руководителем стать, да, нужно брать на себя ответственность, для вас это будет полезно, хоть и очень вам здесь будет страшно. Кроме того, вот эта карта еще связана с спонсорами, да, люди, скорее всего, появятся, которые будут готовы вас как-то проспонсировать, то есть как-то вам помочь финансами, вот, либо вложиться как-то в вашу деятельность. Не отказывайтесь, карта говорит, это вам больше стабильности придаст. А теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает у нас король бубновый, и карта говорит о том, что, скорее всего, пока что трудно вообще заводить какие-то знакомства. Скорее всего, вы любите знакомства не онлайн, а вживую, да, а сейчас это затруднено, и поэтому, сложно для вас. Но здесь есть даже возможность познакомиться там в магазине, да, или там какие-то группы по интересам, которые связаны с работой, с какими-то закупками, да, то есть может быть, в принципе, довольно-таки хорошие отношения здесь, хорошие знакомства. Но они больше здесь дружеские,
они больше связаны с работой, но кто знает, может быть, когда-нибудь они перейдут в более личные. А для тех, кто в паре, король червовый выпадает в эту позицию. Карта говорит о том, что в доме ничего не меняется, в ваших отношениях все так же, как и было, так же стабильно. Можете вы, в принципе, наладить отношения, если у вас была ссора, да, тем более вот у нас здесь вот такие, ну, как бы карты стабильности. Карта говорит о том, что даже какая-то ссора, она не может ваши отношения поколебать, потому что они очень прочные, они, может быть, основаны на каких-то общих интересах и так далее, и так далее. А также карта говорит о том, что пока что трудно ваши планы осуществлять. Ну, допустим, вы хотели бы там что-то продать или купить в дом, да, или даже там продать недвижимость, купить участок или еще что-то, вот, связанное с домом. И сейчас это, ну, довольно-таки сложно сделать, потому что либо, ну, как бы закон не позволяет, время не позволяет, либо вы еще сами не решили, что вы хотите, может быть, хотите подождать как-то время, выждать, и вот вы об этом можете договариваться. Ну и вообще карта говорит о том, что все, что связано с семьей, с домом, все будет удачно, и вам, в принципе, очень хорошо на этой неделе, скорпионы, чувствовать вот эту как бы семейную поддержку, да, что вы не одни, что вы, ну, как бы сложно не было, что вы обязательно со своими близкими, они всегда за вас и так далее, и так далее. То есть родительская тема тоже может подниматься, то есть нужно тоже побольше внимания, времени уделять родителям, помогать им, может быть, по хозяйству и так далее, и так далее. Ну, в общем, хорошее время для скорпионов, но довольно-таки обычное, ничего особенного. Но, кстати, дает уверенность в завтрашнем дне, дает стабильность, как-то даже вот для здоровья полезно вот эта неделя для скорпионов, то отношение, которое присутствует в семье. Для тех, кто в ссоре, выпадает туз трефовый. Карта говорит о том, что, скорее всего, пока что вот сохраняется такое отношение, которое и есть. То есть, скорее всего, вам сложно сейчас помириться. Как-то, даже если вы миритесь, все как бы может возвращаться на круги своя. Вы можете снова из-за этого же поссориться, да. То есть, как-то вот здесь трудно выйти из положения. Но карта говорит о том, что вам не хватает ответственности друг за друга. И если вы все-таки решите этот вопрос с ответственностью, с обязательствами, да, с серьезным отношением друг к другу, то тогда вы сможете эту ситуацию вырулить. Но если все будет оставаться так же, какие-то свободные отношения без обязательств, то вряд ли здесь вот можно что-то исправить. Работа. Для тех, кто в поиске работы, наконец-то заканчивается этот период сложный для вас и появляются возможности. Карта говорит о том, что эта неделя еще может быть переходная, то есть еще, может быть, вы не найдете то, что хотите, но энергетически уже меняется ситуация, уже вы как бы в предвкушении таком можете находиться, или даже в конце недели, может быть, уже что-то подвернется вам подходящее. Но карта говорит о том, что вам все-таки здесь либо подучиться придется, да, либо переучиться. В общем, что-то здесь нужно все равно, нужно будет вкладывать дополнительно для того, чтобы вы эту новую работу получили. Может быть, даже какие-то документы нужно дополнительные, может быть, какие-то дипломы, свидетельства, либо срок годности, срок времени, как это называется, окончание, в общем, срока уже у документов, и вам нужно их будет как-то переоформлять для того, чтобы устраиваться на работу. Для тех, кто работает уже стабильно, да, карта говорит о том, что может тоже какой-то критический момент наступить, и вот вы как будто бы всю эту неделю боитесь, как бы вас не уволили, как бы вам не остаться вообще без работы, как бы вам не пришлось искать новую работу. А карты говорят о том, что даже если это произойдет, даже если вам придется уволиться с этого места работы, вам уже судьба приготовила другое, то есть вам вообще не стоит переживать. Одно закроется, другое откроется, одно закончится, другое начнется, причем как бы вот то, что придет к вам новое в жизнь в скором времени, оно надолго будет.
И если вы будете как бы хорошо работать профессионально, то у вас это даже улучшение какое-то вызовет. Для тех, у кого свое дело, восьмерка трефовая в эту позицию выпадает. Карта говорит о том, что здесь все завязано на вас, то есть от вас зависит, как ваше дело, ваш бизнес будет проходить. Ну и, конечно же, здесь нужно налаживать отношения с влиятельными людьми, влиятельными клиентами, влиятельными партнерами. В общем, все люди, которые что-то значат, они сейчас важны для вас. Особенно если это касается законов, юридических вопросов, если это касается каких-то чиновников, администрации и так далее. То есть вот, скорее всего, придется решать какие-то вопросы, а они вот зависают. Пока что нет возможности как будто бы их решить, но карта говорит о том, что попробуйте по-другому пути пойти, не так, как вы привыкли. Может быть, новых людей нужно найти, может быть, как бы цель поменять. Ну, может быть, цели оставить такую же, да, но пути, способы решения нужно менять здесь. Карта говорит о том, что все-таки с трудностями вы столкнетесь, если будете свои вопросы решать. А также карта может говорить о том, что какое-то время, может быть, просто нужно подождать и не переживать, потому что, может быть, просто время еще не пришло для решения вашего вопроса. А теперь денежки, да, финансы. Восьмерка червовая говорит о том, что деньги в основном мы зарабатываем либо как-то творчески по-новому, либо на любимом деле, либо мы работаем на дому удаленно и так далее, либо у нас здесь какой-то семейный, может быть, бизнес. Также карта связана с женской темой, да, то есть мы можем здесь и таким образом зарабатывать, там, с красотой и так далее. Также заработки могут быть от занятий психологией, эзотерикой и так далее. Ну и траты тоже могут быть здесь на дом, на семью, на детей. То есть, ну как бы такое равновесие. Заработали, потратили. То есть ничего лишнего вроде бы здесь не приходит, но и бедствовать вы не будете. То есть деньги все равно в необходимом количестве появятся. Кстати, могут быть поступления, допустим, от родителей детям и наоборот, от детей родителям. Могут быть какие-то семейные торжества, праздники, на это тоже денежки можете тратить. Валет червовый – это удача у нас. Удача в том, чтобы строить отношения правильно. Как с близкими людьми, так и с коллективом, с начальством, так и с коллегами. В общем, абсолютно все люди, которые попадаются на этой неделе, да, вам нужно с ними постараться построить такие теплые, доверительные, дружеские отношения, потому что это для вас сейчас выходит на первый план. Это как раз позволит выйти из какой-то застойной ситуации, решить любые вопросы. В общем, карта говорит о том, что нужно решать вопросы, связанные с деньгами, да, какие-то, может быть, новые источники дохода искать, может быть, переходить там на бизнес, на свое дело, или какой-то, знаете, в общем, новые источники дохода. Помощь нужно обязательно использовать от других людей. Вот по этой карте очень часто мы зарабатываем с помощью ну как, речи, да, с помощью голоса. То есть здесь вот может быть еще такого рода источник дохода тоже будет вам на благо. В общем, какая-то тренерская, преподавательская деятельность, когда мы выступаем как спикеры, очень большое значение тут имеет самооценка. То есть нужно вот это все прорабатывать, нужно всем этим заниматься. Если вы занимаетесь питанием, допустим, повар, да, или у вас ваше дело, ваша работа связана с питанием каким-то образом, тоже очень удачное время для того, чтобы заработать, либо развивайтесь в этой сфере, если у вас есть давно как бы планы на это. Также карта говорит о том, что неплохо было бы сберечь денежек. Тоже это будет для вас удачно на этой неделе. Да? Не тратить лишнего, а немножечко там отложить. Теперь проблема недели, девятка трефовая, говорит о том, что могут в вашем окружении быть люди или друзья даже, которые захотят ну, как-то воспользоваться, может быть, вашими возможностями, да, в общем, как-то вас обмануть, как-то на вас повлиять недолжным образом, или, может быть, даже манипулировать как-то вами. В общем, здесь может быть очень неприятная ситуация, связанная с близким кругом.
Поэтому на этой неделе нужно быть очень внимательны с тем, кому мы доверяем. Только проверенные люди. Только проверенные, с тем мы очень можем быть открыты, искренни и так далее. Если мы человека не знаем и как бы в трудных ситуациях еще с ним не были, нужно держать его на расстоянии и ничего лишнего не говорить ни о себе, ни о работе, ни о деньгах, ни о близких людях, ни о чем таком. Также карта говорит о том, что, может быть, будет хотеться расслабиться, будет хотеться там поваляться на диване, да, и не заниматься работой. Вот карта говорит о том, что это зря, то есть этого не нужно допускать, иначе это в будущем отобразится не очень приятным образом. Совет десятка трефовая говорит о том, что нужно настраиваться на большие цели, на хорошие деньги, на хорошие заработки, ставить перед собой какие-то высокие такие ориентиры. И опять же, вот эта карта говорит о том, что нужны связи с влиятельными людьми, с законом, юристами и так далее, и так далее. Людьми, которые могут решать, помогать решать вопросы. И это на благо. И самим тоже нужно становиться сильнее, нужно опираться на себя. Кстати, заниматься нужно здоровьем, обратить внимание на диету. И тогда удача на неделе будет. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья и до новых встреч.